Шохлапун бзита. Добрый вечер, дорогие слушатели. Я рада вас приветствовать на 51-м онлайн-занятии по абазинскому языку. Этот курс рассчитан на изучение абазинского языка с нуля. Программа курса разработана организацией Алашара, автор методического пособия Беляль Хасароков. Вести занятия буду я, Фатима Имонова, автор группы Абаза Бызжа. Этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза Бызжа, ставьте лайки, комментируйте видео. Итак, у нас с вами на сегодняшнем занятии следующий план. Мы с вами сделаем упражнение на переписывание. После этого перепишем с вами текст, а после с вами изучим новую лексику, которая нам встретится в этом тексте. И заодно повторим некоторые правила чтения. Так, не будем откладывать, сразу приступим к занятию. Переписывание. Это наш первый раздел сегодняшнего занятия. Давайте для начала, уже по традиции, вспомним, как переписывание на абазинском языке. Слово «аквелгара» означает переписывание. «Аквелгара». Давайте обратим внимание на выделенные буквы в слове «аквелгара» и попробуем вспомнить, с помощью каких слов мы с вами запоминаем произношение выделенных букв. Можете написать в комментариях свои предложения. Как вы думаете, сколько вы можете придумать слов, которые начинаются на выделенные буквы? На букву Х, В и Г. Давайте подумайте, а я пока расскажу свои варианты. Итак, буква Х. Конечно, букву Х легко запомнить с помощью слова шапка. Шапка на абазинском языке кхалпа. Букву Г мы с вами запоминаем с помощью слова гнездо. Гнездо на абазинском языке гара. И букву Г мы с вами запоминаем с помощью слова весна. Весна на абазинском языке гапн. Г, гапн. Итак. Очень хорошее предложение на звук К. К, хада, да? В, вега, да. Очень хорошо, молодцы. Спасибо, что участвуете в занятии. Хапщела. Очень хорошо. Молодцы. Итак, следующее. Давайте теперь приступим к тексту, который мы с вами планируем сегодня переписать. Так, я читаю предложение. Вы обращаете на него внимание, старайтесь соотнести то, как произносятся эти слова и как они пишутся. Значит, аунавя апны. Апхес ядылгалит амачоква. Аунавя апны, апхес ядылгалит амачоква. В доме посудой занимается женщина. Итак, пока здесь мы тоже видим выделенные буквы. Я жду ваши предложения. Можете писать в комментариях, какие у вас есть предложения, сколько вы можете слов придумать, в которых содержатся выделенные буквы. Итак, а пока я буду предлагать свои варианты. Для буквы В в слове аунаве мы видим звук В, да? Звук В пишется как Г, палочка В. Мой вариант слова, который помогает запомнить произношение буквы В, это слово гнездо. В-вяра. В-вяра. Да? Звук Х в слове апхес. Х. Апхес. Пишется как Х, палочка В. Я предлагаю слово трава. Хра. Вы предлагаете слово хаспа. Тоже очень хорошее предложение. Хаспа – нож. Дальше. Слово ядылгалит. Ядылгалит. Звук Т. Да? Звук Т пишется как Т, палочка. Мы его запоминаем с помощью слова сова. Т. Хюхтара. Тоже очень хорошее слово, чтобы отработать произношение звука Х. Да? Хюхтара. Молодцы.
Следующий звук, который мы с вами хотим разобрать, это звук Ч в слове амачаква. Посуда, да? Звук Ч пишется как ЧВ. Мы его запоминаем с помощью слова чарта, постель. Вы предлагаете слово матче, палец. Тоже очень хороший вариант. Итак, чарта, матче. Тоже мы встречаем в слове матче. Букву Ч тоже можно так запомнить. Последняя буква, которую мы хотим разобрать на этом слайде, это буква К. Пишется как В. Мой вариант, мы можем ее запомнить с помощью слова крыша. Крыша на абазинском языке К. Да? Вот мы с вами разобрали все выделенные буквы, вспомнили, как они произносятся. Теперь давайте прочитаем это предложение, отработаем произношение этих звуков в словах. Аунава апн апфес ядылгалит амачаква. Аунава апн апфес ядылгалит амачаква. Следующее предложение. Акпиква атамщак хоцкуй атамщак дукуй кедаб. Акпиква атамщак хоцкуй атамщак дукуй кедаб. Миски, маленькие и большие тарелки стоят отдельно. Разберем теперь выделенные буквы. Я сейчас покажу свои варианты, а вы пишите свои. Сколько можете придумать слов, в которых содержатся выделенные буквы. Итак, звук К, который пишется как КВ, я предлагаю запомнить с помощью слова крыша. Крыша на абазинском языке К. Звук П, который пишется как П палочка, я предлагаю запомнить с помощью слова клюква. П, рп. Да? Акпиква. Акпиква. Вот вы предлагаете звук К запомнить еще с помощью слова ква, дождь. Да? Тоже хорошее предложение. Атамщаки. Мы видим звук К. Звук К мы можем запомнить с помощью слова юла, кем. Потом хоцкуй. Звук Х мы можем запомнить с помощью слова хуа, червь. Да? Хуа, червь. Следующий звук К. Звук К мы можем запомнить с помощью слова кукла, кенджи. 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 Вот еще вы пишете предложение, как запомнить звук П с помощью слова патрожан, да, помидор. Очень хорошее тоже предложение. П, патрожан. Отличные варианты пишите, молодцы. Еще теперь разобрали все выделенные буквы. Теперь давайте прочитаем это предложение. Еще раз отработаем произношение этих звуков. Акпиква, атамщак хоцкуй, атамщак дукуй, кедаб. Следующее предложение. Ачутся стаканква, ачатква, япшимква и щердаб. Ачутся стаканква, ачатква, япшимква и щердаб. Звук Ч в слове ачутся, стеклянный, да, стакан, мы запоминаем с помощью слова яблоко. Ч-ча. Вы пишите свои варианты. Сколько вы можете придумать слов, в которых есть звук Ч, да? Вот пишите ча, яблоко тоже, да, хороший вариант. Потом звук К, у меня то же самое предложение, звук К я предлагаю запомнить с помощью слова крыша. К. Дальше слово ачатко, блюдце, да? Звук Ч можно запомнить как раз таки с помощью слова блюдце. Ч-чат. Обратите внимание, как пишется звук Ч. Ч-палочка. А Ч-палочка В это уже звук Ч. Ч-ча, Ч-чат. Да? Очень хорошее предложение. Звук Ч, как в слове яблоко, Ч-ча, можно запомнить с помощью слова чан. Ч-чан. Да? Очень хорошее предложение. Дальше. Япшимуква. Звук К мы с вами можем запомнить с помощью слова комж. Национальная абазинская мужская одежда. Да? Комж. Комж. И щардаб. Много. Звук П мы с вами запоминаем с помощью слова прп. А также у нас было предложение слова патрожан, помидор, да? Очень хорошее тоже предложение. Так что кому как нравится. Кто может использовать слово прп, кто патрожан, а кто и то, и другое. Теперь давайте прочитаем предложение.
Ачыца стаканква, ачатко япшимква щардап. Следующее предложение. Авилкаква, амхачаква, ахеспаква, дасу атара итап. Авилкаква, амхачаква, ахеспаква, дасу атара итап. Опять разбираем выделенные буквы, чтобы мы с вами стараемся тренироваться при каждом удобном случае. Да? Чем быстрее мы с вами выучим алфавит, тем легче нам с вами будет научиться читать, и, соответственно, гораздо проще будет начать уже и говорить. Легче нам будет на родном языке. Так, авилкаква. Звук К мы запоминаем с помощью слова крыша. Звук Х, который мы встречаем в слове амхаджаква. Амхаджаква – это ложки. Звук Х мы запоминаем с помощью слова груша. Ха, груша, ха. Звук Ч, амхаджаква, да, мы запоминаем с помощью слова яблоко. Ч, ча. Дальше. Ахёспаква, ножи. Х, хра, да, запоминаем звук Х с помощью слова трава. Хра, х, хра. И звук П запоминаем с помощью слова прп, клюква. Прп, клюква. Теперь читаем еще раз предложение. Вот мы с вами разобрали все выделенные буквы, вспомнили, как они правильно произносятся. Теперь пришло время еще раз прочитать предложение. Читаем. Авилкаква, амхачаква, ахёспаква, дасу атара итап. Дасу атара итап. Следующее предложение. Амацауга мачаква алых. Амацауга мачаква алых. Посуда для приготовления пищи тоже стоит отдельно. Звук Ц в слове амацауга мы запоминаем с помощью слова дерево. Дерево на абазинском языке цла. Ц, цла. Обратим внимание на то, как пишется звук Ц. Звук Ц пишется как Ц-палочка, да? Ц-палочка. Звук Ч, амацауга мачаква. Звук Ч, вот видите, мы запоминаем его с помощью слова постель. Ч, чарта. Ч, чарта. Звук К мы с вами запоминаем с помощью слова крыша. К. И звук П мы с вами запоминаем с помощью слова прп. П, прп, клюква. Прочитаем еще раз это предложение. Амацауга мачаква алых. Амацауга мачаква алых. Посуда для приготовления пищи тоже стоит отдельно. Атабаква, акаструльква, ачванква, кедаб. Атабаква, акаструльква, ачванква, кедаб. Сковородки, кастрюли, котелки стоят отдельно. Звук К в слове атабаква. А также мы видим звук К еще в слове акаструльква и в слове ачванква. Звук К мы запоминаем с помощью слова крыша. Крыша на абазинском языке К. Звук К мы запоминаем... звук Л еще же у нас, смотрите, акаструльква. Звук Л мы запоминаем с помощью слова таз. Л-лягян. Л-лягян. Звук К запоминаем с помощью слова кукла. Кенджи. 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 И звук П мы запоминаем с помощью слова прп. Прп. Да? Еще раз прочитаем это предложение. Атабаква, акаструльква, ачванква, кедаб. Атабаква, акаструльква, ачванква, кедаб. Следующее предложение. Ужа заман я об электрокарула янхава ахакходсква. Уже азаман я об электрокарула янхава ахакходсква. В наше время есть небольшие электрические печи. Звук Ж в слове уж мы запоминаем с помощью слова корова. Ж. Звук П мы запоминаем с помощью слова клюква.
п, п. Звук к, электрокарула, кару, мы запоминаем с помощью слова тыква. Кап, кап, да? Звук х в слове ахак мы запоминаем с помощью слова ха, груша. Звук к с помощью слова крыша, к. И звук хо в слове охотско, видите, звук хо пишется как х, в. Мы запоминаем с помощью слова червь. Хо, хуа. Разобрали все выделенные буквы, теперь давайте прочитаем еще раз это предложение. Уже заман я об электроарула янхава ахак хоцка. Уже заман я об электроарула янхава ахак хоцка. И последнее предложение в разделе переписывания. Ауат уос дрыласит. Ауат уос дрыласит. Они ускоряют твои дела, помогают, да? Теперь дрыласит. Здесь у нас все понятно, очень простые все буквы, понятные, легкие. Единственное, вот у нас есть буква Т. Давайте еще раз напомним сами себе, что букву Т мы с вами запоминаем с помощью слова сова. И сова на абазинском языке Т. Очень хорошо поработали, молодцы. Молодцы. Теперь мы с вами переходим к следующей части нашего занятия. Это чтение. Правила чтения на абазинском языке. Ахарывка рахабхаща. Ахарывка рахабхаща. Давайте воспользуемся еще возможностью, что и здесь нам встречаются интересные звуки. И для себя напомним себе. Еще раз напомним сами себе, что как мы запоминаем эти выделенные буквы. Звук х мы запоминаем с помощью слова груша. Ха. Звук к мы запоминаем с помощью слова крыша. К. Звук г мы запоминаем с помощью слова весна. Апн. И звук х мы запоминаем с помощью слова золото. Хапщ. Х. Хапщ. Приступим. Читаем. Мача, посуда. Купи, миска. Кеда, отдельно. Мача, посуда. Купи, миска. Кеда, отдельно. Звук ч в слове мача мы запоминаем с помощью слова постель. Чарта. Звук к в слове купи мы с вами запоминаем с помощью слова крыша, но мы уже очень часто встречали этот звук на сегодняшнем занятии. Не будем отдельно на нем останавливаться. Звук п мы с вами запоминаем с помощью слова клюква. П, прп. И звук кеда, да, мы запоминаем с помощью слова кукла. Кукла на абазинском языке кенджи. Кенджи. Мача, посуда. Купи, миска, кеда, отдельно. Следующая группа слов. Тамщать, тарелка, чаца, стекло, чат, блюдце. Тамщать, тарелка, чаца, стекло, чат, блюдце. Звук к из слова тамщать мы запоминаем с помощью слова юла. Кем, кем. Звук ч из слова чца мы запоминаем с помощью слова яблоко. Ча. И звук ч из слова чат мы запоминаем с помощью самого слова чат, блюдце. Еще раз прочитаем слова на экране. Тамщать, тарелка, чца, стекло, чат, блюдце. Следующая группа слов. Щарда, много, мхаджа, ложка, хаспа, нож. Мхаджа, щарда, много, мхаджа, ложка, хаспа, нож. Разберем выделенные буквы. Звук х в слове мхаджа мы запоминаем с помощью слова груша. Груша на абазинском языке ха. Ха. Мхаджа. Звук ч мы с вами запоминаем с помощью слова яблоко. Ча. Звук х из слова хаспа, то есть нож, мы запоминаем с помощью слова трава. Трава на абазинском языке хра. Хра. Давайте еще раз прочитаем слова на этом слайде.
Шарда – много. Мхаджа – ложка. Хаспа – нож. Шарда – много. Мхаджа – ложка. Хаспа – нож. Последняя группа слов на сегодняшнем занятии. Мацаога мача – посуда для приготовления пищи. Таба – сковородка. Чуан – котел. Мацаога мача – посуда для приготовления пищи. Таба – сковородка. Чуан – котел. Звук Ц мы запоминаем с помощью слова дерево. Цла. Звук Ч мы запоминаем с помощью слова постель. Чарта. Ч – чарта. Давайте еще раз прочитаем слова на слайде. Мацаога мача – это посуда для приготовления пищи. Таба – сковородка. Чуан – котел. Мацаога мача – это посуда для приготовления пищи. Таба – сковородка. Чуан – котел. Молодцы! Отлично позанимались сегодня. Очень активные вы были, ребята. На этом наше с вами занятие подходит к концу. Я хочу вам напомнить, что этот и все последующие занятия будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза Бызжа. Ставьте лайки, комментируйте видео. На этом я с вами прощаюсь. Аллах Часаразхат.